Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. В Чарапче полностью восстановлено теплоснабжение в пострадавших от аварии социальных объектах и многоквартирных домах. Якутский помост соберет сильнейших маджины. Якутск в июне примет чемпионат мира по масс-рестлингу. Выездные выступления. Культурные учреждения республики получили передвижные многофункциональные центры. В Чарапче круглосуточно ведутся работы по устранению аварии в теплоснабжении. По составленному графику на помощь выходят добровольцы из предприятий, учреждений образования и культуры. В ночное время повара детского сада Тулукчан обеспечивают работников горячим питанием. Ведутся рейды администрации по контролю ситуации. Так, по последним данным, теплоснабжение полностью восстановлено во всех пострадавших социальных объектах и многоквартирных домах. Также последствия аварии устранены в 90% от количества пострадавших жилых домов. Правительство республики отчиталось перед жителями Жиганского района. В ходе работы были даны ответы по приоритетному строительству и ремонту объектов. Так, в частности, было отмечено, что в этом году завершится строительство этнокультурного центра ЭйГе в селе Жиганск. Что касается подключения района к линии ВОЛС, то жителям сообщили, что как раз сейчас председатель правительства с министром инноваций республики находятся в Москве и встречаются с министром цифрового развития России. В ходе именно этой встречи будут обсуждены вопросы финансирования ввода высокоскоростного интернета в отдаленных населенных пунктах республики. Мы поставили вопросы по строительству котельных в селе, в частном секторе в селе Жиганск и котельную в селе Бестях. Со стороны администрации района мы на данный момент работаем по включению ее котельную федеральную программу развития комплексного развития сельских территорий. В этом отношении мы тесно работаем с ГУП ЖКХ. Думаю, в следующем году, в 2023 году, вот эти два объекта в селе Жиганск и в селе Баханы и Бестях будут реализованы. К другим темам глава республики Айсен Николаев подписал распоряжение о проведении 4-го по счету чемпионата мира по масс-рестлингу. Турнир пройдет в Якутске в спортивном комплексе «Триумф» с 21 по 27 июня текущего года. По предварительной информации, медали будут разыграны в 14 весовых категориях. В данный момент идут переговоры об участии с федерациями 50 стран. Напомним, в 3-м по счету чемпионате мира выступили представители 39 стран. Состав сборной России будет сформирован по итогам чемпионата России, который пройдет в апреле в Казани. В 2022 году город Алекминск одержал победу в конкурсе на реализацию федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Пока это один проект, который должен будет раскрыть концепцию в целом для жителей города. Подробнее в материале наших коллег. В теплое время года должны начаться работы по преображению двора у 2 домов на улице Молодежная. В стадии начала реализации федеральный проект «1000 дворов на Дальнем Востоке». Участие в ней принял один проект города Алекминска и одержал победу. Наша заявка прошла. На данный этап мы подготовили полностью проектно-сметную документацию и подали ее на экспертизу. После получения экспертизы, после проведения экспертизы, будем подписывать соглашение на выделение денежных средств и проводить конкурсные процедуры. Пока это один двор. Полностью обновить тротуары и добавить новые тротуары вокруг данных домов, исправить существующее дорожное покрытие, залить новый бетон. Самое главное, сделать зону отдыха для жителей с установлением детских спортивных площадок. То, что жителям здесь очень необходимо и что жители давно уже просили у нас. Задача довести его до показательного уровня, чтобы жители активнее принимали участие. Эти дома и их жители – первые ласточки. На самом деле, детские площадки являются неотъемлемой частью придомовой территории. У многих есть дети, и намного лучше, если они будут гулять не просто в пустом дворе, а именно отдыхать на детской площадке. Ну и хотелось бы двор свой, наверное, красивым более. Да, конечно. Эти годы он немножечко серый у вас? Очень серый. Хотя это центр города, но двор у нас, конечно, оставляет желать лучшего, поэтому эта программа поможет сделать наш двор ярче. Суть проекта гораздо глубже – охватить единым целым стилем центр города, дав возможность значительно обновить и преобразить его.
Один из этапов перезагрузки нашего центра города. В рамках также этого года мы планируем сделать новый тротуар по улице Молодежной с водоотведением. Также в этом году должен начаться капитальный ремонт автомобильной дороги Умнас. Там также включены и тротуары, и водоотведение. Кроме того, в этом году мы заложили немалые средства на обустройство тротуаров уже из городского бюджета, с местного бюджета. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 100 лучших педагогов Якутии получат премии по 100 тысяч рублей. Денежное поощрение лучших специалистов будет проведено по итогам конкурса. В нем могут принять участие педагоги со стажем не менее 5 лет. Комиссия будет учитывать стабильные результаты учащихся и эффективность использования педагогом современных технологий. В конкурсе могут участвовать и те специалисты, которые работают в смежных сферах. Например, спортивные тренеры, соцпедагоги и руководители детских кружков. Прием заявок стартует 11 марта, а итоги конкурса будут подведены в апреле текущего года. Спонсором является Роснефтегаз, ну и организатором является у нас инициатором тоже фонд будущих поколений нашей республики. Отбор проходит по всей республике, принимают участие учителя нашей республики. Любого предмета, любого класса они могут заявиться. До 11 марта мы принимаем документы. И конкурс проводится в целях стимулирования поощрения наших учителей. И оцениваем их деятельность, результаты детей по учебной, по воспитательной работе, ну и самого учителя. В хозяйствах фермеров Майского Наслега Амгинского района у Игоря и Павла Петровых зимовка скота проходит без больших трудностей. В прошлом году, несмотря на засушливое лето, фермеры смогли заготовить большой объем сена. Подробнее в следующем сюжете. Еще с детства покровский мальчишка Павел Петров мечтал стать фермером, хотел иметь свое хозяйство. С тех пор прошло много лет. Сейчас у Павла Петровича большое хозяйство – 65 голов скота. И каждое лето фермер много трудится в битве за урожай. Это с детства, по идее, занимаюсь с этим хозяйством-то. С 9 лет. Хозяйство, там на фермах работал. С 11 лет начал коров доить. И так идет у меня. Мечта была, и такую свою мечту делаю. Зима там ничего, хорошо проходит. Сено наготовили, корма там приготовили, тоже все есть. Кормить есть чем, так что проблем нету. В работе на родной земле видит смысл своей жизни фермер Игорь Петров и его семья. Фермер в 2019 году по программе «Агростартап» завершил строительство скотопомещения на 50 голов. А в прошлом году, благодаря поддержке местной администрации, на берегу реки построил летник, изгородь и жилой дом. На сегодня у Петровых 90 голов скота и 40 лошадей. Зимовка этого года у нас идет благополучно. Корма у нас летом заготовлены, и сено, и сполна соломы. Сейчас купили комбикорм. В принципе, зимовка скота нормальная. Люди посмотрели, оценили, что состояние удовлетворительное, даже хорошее. В принципе, и лошади в нормальном состоянии, и коровы. Помимо этого, Игорь Петрович планирует составить туристические и ягодные маршруты под названием «Русское поле». Развивать пчелиную тропу, где можно отведать амгинский мед. Планов много. Планы по увеличению поголовья, по переработке своей продукции. Переработка – это, конечно, мечты, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, в принципе. А так, я думаю, что было бы здоровье, и можно справиться с любым объемом работы. Вот так фермеры Майского Наслега с каждым годом расширяют и внедряют новые направления в развитии своего дела. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Амга. Ежегодно 9 февраля в России отмечают День работников гражданской авиации. Бортпроводники, штурманы, авиадиспетчеры, технические работники и, конечно же, пилоты сегодня принимают поздравления. С Героем России, пилотом авиакомпании «Алроса» Андреем Ламановым встретилась Айсена Бурнашова. Стали запрашивать аварийную посадку. Они спрашивают вашу причину аварийной посадки, и все, и связь пропала. Серьезный авиационный инцидент произошел в сентябре 2010 года. Самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа направлялся из якутского города Удачный в Москву. Шел 3-й час полета, когда командир корабля Андрей Ламанов почувствовал сильный бросок, после чего отказала навигация, автопилот и радиосвязь. Фактически самолет летел вслепую. У нас еще, оказывается, плюс ко всему отключились топливные насосы.
И все, что мы можем, это 2,5 тонны, которые есть в расходном баке у нас. Мы стали ограничены во времени, то есть всего лишь на 30 минут полета. Экипаж принимает решение вынужденной посадки и с высоты 3000 метров по счастливой случайности находит заброшенную взлетно-посадочную полосу в селе Ижма Республики Коми. Я понял, что она все-таки асфальтная или бетонная, это я толком не знал. Но не упускал до последнего. Терял ее, потом снова заходил, опять терял. Потому что просека узенькая, то, что она короткая и узенькая, я понял сразу. То, что мы на полосе не останемся, выкатимся, я тоже понял это сразу. Но для меня было самое главное посадить вот именно на это твердое покрытие. Мысль одна была, чтобы чего не стоило, надо посадить самолет и спасти людей. Так, в свой обычный рабочий день члены экипажа совершили подвиг. Помогло чудо или отточенные навыки, Ту-154 смог сесть. Из выкатившегося на 200 метров от полосы лайнера вышли все пассажиры и члены экипажа. Каждый из них в небе над Ижмой пережил второе рождение. В тот день в каждом доме, в каждой семье говорили только об одном. Для маленького села с численностью около 4000 человек это событие стало грандиозным. Пока самолет находился в Ижме, он был главной достопримечательностью всего села и района. С 2018 года легендарный Ту-154 стоит на вечном приколе в Новосибирском музее авиации. А герой России, командир корабля Андрей Ламанов, подчеркивает, в авиацию идут только с чистым сердцем и только по любви. Формула счастья очень простая. Когда тебе с дома хочется на работу, с работы домой. Вот это называется счастье. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Ижма, Республика Коми. Определены 5 муниципалитетов, которые в рамках национального проекта «Культура» получат передвижные многофункциональные культурные центры-автоклубы. Программа реализуется в республике впервые. Общая сумма финансирования составила более 23 миллионов рублей. Так, обладателями мобильных автоклубов станут культурные учреждения из Вилюйского, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Амгинского районов, а также города Якутска. Автоклуб – это мобильная, скажем, такой сценическая площадка, которая приезжает на место, раскрывает свои возможности, обеспечивает цвет, звук и танцевальную или там площадку для того, чтобы предоставить услуги концертной зрелищной деятельности. Посмотрим летом, юбилейный год республики. И вот эти автоклубы должны нашу мобильность увеличить, количество предоставляемых услуг, как наши районные центры или муниципальные учреждения будут свое искусство, свой талант показывать прямо на поле. Можно будет выехать в разные населенные пункты, где у нас возможность, на сегодняшний день нет такой возможности. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале.